Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айсло Мурзакова. Президент Садыр Джапаров сегодня поздравил сотрудников органов внутренних дел страны с Днем работника милиции Кыргызской Республики. Уважаемые сотрудники и дорогие ветераны органов внутренних дел, от чистого сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника милиции Кыргызской Республики. Кыргызская милиция, имеющая почти вековую историю, за годы обретения независимости страны, выдержав множество тяжелых испытаний, прошла достойный и славный путь. С благодарностью хочу отметить, что наши правоохранители, несмотря на трудности, рискуя своей жизнью, днем и ночью служат ради обеспечения мирной жизни нашего народа. Достижение стабильности в стране и становление на путь развития страны способствовали уделению особого внимания вопросам социальной защиты работников правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел. Постоянно оказывая им всестороннюю поддержку, мы и дальше будем уделять значительное внимание укреплению материальной и технической базы органов внутренних дел. Тот факт, что кыргызская милиция меняется и обновляется, идя в ногу со временем, воспринимается населением с одобрением. В соответствии с требованиями современной жизни, активизация цифровизации и внедрение других современных технологий во всех структурах министерства поставит заслон коррупционным проявлениям среди сотрудников, что способствует укреплению доверия людей к органам правопорядка. Уважаемые сотрудники органов правопорядка, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, большого мужества и семейного счастья. В честь 99-й годовщины кыргызской милиции на Старой площади Бишкека состоялся гарнизонный развод милицейских подразделений, участвующих в обеспечении общественного порядка и безопасности. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики, председатель ГКНБ Камчубек Ташиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков, заместители министра, руководители служб, главных управлений, управления МВД Кыргызстана, ветераны органов внутренних дел, представители общественности. В гарнизонном разводе были задействованы сотрудники полка специального назначения Шумкар, Главного управления безопасности дорожного движения, службы охраны, управления патрульной службы милиции, подразделений ГУВД города Бишкек и Чуйской области, военнослужащие внутренних войск и курсанты Академии МВД. Проведена проверка личного состава и техники. Кылмышкерлерге карата болгон бүгүнкү күндөгү мамилени мындан ары да күчөтүшүбүз керек. Биз мамлекет тарабынан силерге эмне керек бардыгын жасап берүүгө милдеттүүбүз жана жасап беребиз. В честь Дня милиции сегодня в областной администрации Чуйской области состоялась торжественная церемония вручения наград отличившимся сотрудникам ГУВД Чуйской области. Поздравить милиционеров пришли такие ведомства, как Госкомитета национальной безопасности, прокуроры, Министерство образования и другие. Торжественная часть мероприятия началась с исполнения гимна Кыргызской Республики. Был показан видеоролик про службу в ГУВД Чуйского района. Большая заслуга в поддержании безопасности и правопорядка принадлежит сотрудникам органов внутренних дел, которые работают день и ночь, раскрывая и расследуя преступления, обеспечивая покой граждан. Один из таких Урматбек Сматов, отец 4 дочерей, работает в системе УВД более 20 лет. По его словам, работая в разных отделах, почувствовал разные трудности. Работа в милиции очень тяжелая и в то же время интересная, так как дни не похожи друг на друга, говорит наш герой. Сама милиция, она, с одной стороны, очень интересная. Почему? Потому что каждое преступление, она не похожа к другому преступлению. С этой милицией бывают такие моменты, когда даже круглые сутки домой не попадаешь. Именно в сфере того, что преступление, по раскрытию преступления уезжаешь в внезапной командировке. Этим она и неинтересна. Не каждый человек может выдержать в работе в милиции. Сегодня вот у нас такой хороший праздник. Я еще раз всех поздравляю с праздником. Желаю всем карьерного роста и всех благ. Сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником и 99-летием кыргызской милиции поздравил полномочный представитель президента в Чуйской области Канат Жумагазиев, который отметил важность работы правоохранительных органов и поблагодарил за обеспечение безопасности в стране.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын милициянын кайрылуу айдоо жерлерин мыйзамсыз курулуштарын тазалоо, кызыл сызыктуу тилкелерди Ваша работа заслуживает уважения, благодарности и поддержки. Каждый день, выполняя свою работу, вы вносите большой вклад в дело обеспечения мирной жизни наших городов и сел. Благодаря вашему труду люди могут спокойно спать, беззаботно проводить время. Позвольте еще раз поздравить вас с профессиональным праздником, пожелать вам здоровья и благополучия, успехов в нелегкой работе. Мунун бардыгына рахмат айтчу күн дагы мына ушул бүгүнкү 1 ноябрь. Ряд сотрудников милиции отмечены памятными подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Далее торжественной церемонии была представлена специально подготовленная концертная программа. Сегодняшним с праздником хотел бы поздравить сотрудников органов внутренних дел, ветеранов. Им крепкого здоровья, успехов в работе, чтобы все у них было хорошо. Напомним, ежегодно 1 ноября сотрудники органов внутренних дел Кыргызстана отмечают профессиональный праздник – День работника милиции Кыргызской Республики. Он был установлен постановлением правительства 1993 года по предложению министра внутренних дел. Айслом Мурзакова, Джумабай Исманалиев, УТРК Чуй. За годы работы правоохранительные органы претерпели множество изменений. Но все же времена. Служители закона всегда стремились честно и доблестно исполнять свой долг перед народом. О том, как отмечает свой праздник милиционеры Панфиловского района, расскажет Сымбат Алмазова. За 16 лет службы в органах внутренних дел республики, начиная с должности охранника, Анара Айтиева ныне является сотрудником ИДН. Ее основная задача – предотвращение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. По словам Айтиевой, важнейшей частью ее работы является профилактика, включая беседы, встречи и разговоры с подростками. Надо сначала любить свою профессию. Ты должен раствориться в этой профессии, в этой сфере. Ты должен раствориться в этой сфере. Ты должен... Во-вторых, ты должен быть психологом. И в-третьих, педагогом. А в-четвертых, ты должна быть мамой, просто мамой. Вот, мне кажется, вот эти качества только достойны быть инспектором ИДН, имея эти качества только. Сотрудники милиции несут службу с полной готовностью к риску, стремясь поддерживать мир и спокойствие в стране. Их усилия позволяют людям жить и работать в безопасности, сохраняя уверенность в завтрашнем дне. В свой профессиональный праздник сотрудники правоохранительных органов принимали поздравления и были награждены за честную и доблестную службу. Выражаю искреннюю благодарность за вашу самоотверженную и нелегкую работу в обеспечении нашей безопасности и правопорядка. Ваш вклад в поддержание порядка и безопасности в нашей стране неоценимо. Желаю вам крепкого здоровья, удачи в ваших нелегких делах и успешного выполнения всех ваших задач. Государство активно поддерживает сотрудников правоохранительных органов, уделяя значительное внимание укреплению и совершенствованию материально-технической базы внутренних дел. Государство придает большое значение нашему труду. В настоящее время уровень внимания к сотрудникам правоохранительных органов значительно увеличилось, что проявляется в существенном повышении заработных плат. Это заслуженное признание трудового вклада в обеспечении безопасности нашего общества. Отметим, что сегодня исполняется 99 лет со дня основания кыргызской милиции. В течение этого времени структура органа претерпела различные изменения, однако неизменными остаются служение народу, мужество, отвага и стойкость сотрудников. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК Чуй. Сен эртеңки келечегиңди эңсеп, аны турмушка ашырууга укуктуусуң. А биз болсок, сени коргоп, тынчтыгыңды сактоого милдеттүүбүз.
На посту Сосновка на автотрассе Бишкек-Ош сняли ограничения на проезд большегрузных авто. Как сообщили в госпредприятии «Кыргызавтожол», работники очищают трассу от снега на необходимых участках, а также осуществляется засыпка противоскользящими инертными материалами. ГУБДД просит водителей соблюдать правила дорожного движения, не выезжать на встречную полосу, не отправляться в путь на летней резине и соблюдать дистанцию между машинами в 500 метров. Теперь граждане Кыргызстана могут перерегистрировать свой автомобиль онлайн через мобильное приложение «Тундук», сообщили в Министерстве цифрового развития Кыргызстана. Подобная возможность делает процесс перерегистрации гораздо удобнее и экономит время граждан. Для онлайн-перерегистрации автомобиля необходимо регистрироваться в приложении «Тундук», при наличии брака зарегистрировать супругу в мобильном приложении «Тундук» для дачи согласия на продажу авто, пройти осмотр автомобиля в отделах Госуправления УНА, иметь квитанцию об уплате налога на транспорт. Пилотный проект запущен на год. При успешной реализации онлайн-перерегистрации система будет внедрена на постоянной основе. Отметим, онлайн-перерегистрация доступна при отсутствии задолженности по штрафам, пени, налогам, обременении на транспортные средства, а также отсутствие штрафов, выписанных на собственника за нарушение правил дорожного движения. Эпидемиологическая ситуация по кори осложнилась. Болеют дети в организованных коллективах, сообщает Минздрав. По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года корью заболели 3289 человек. Большинство из них дети в возрасте до 4 лет. Больше всего заболевших в городе Бишкек – 989 человек, в городе Ош – 321 человек, в Ошской области – 683 человека, в Чуйской области – 515 человек, Джалабадская – 501, Златоустская – 68, Баткенская – 94, Таласская – 92 и в Нарынской – 26. В целом ситуация по коре остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений. Среди детей, которые не были привиты. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с делегацией из Гуанчжоу во главе с директором постоянного комитета собрания народных представителей города Ван Яньши. Во время встречи стороны обсудили важность развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с городом побратимым Гуанчжоу. Мэр поздравил с 20-летием установления побратимских связей между городами Бишкек и Гуанчжоу. Кроме того, он отметил заинтересованность в развитии плодотворного взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в деле реализации совместных проектов социального и культурно-гуманитарного развития, а также обмена опытом в сфере градостроительства, транспорта и других сфер городской жизнедеятельности. Вместе с этим градоначальник выразил надежду на успешную реализацию проекта по озеленению в деле обмена опытом в сфере зеленого благоустройства города. В Нарынской области фермеры в настоящее время активно приступили к проведению осеннего полива. По словам экспертов сельского хозяйства, этот метод сбора влаги имеет ряд преимуществ, особенно в условиях текущей засухи. В связи с этим принято решение о внедрении осеннего полива для накопления влаги в почве. Сюймбек Умидбаев, фермер из села Чаек Джумгальского района, несмотря на успешный сбор урожая, продолжает свою важную работу. В условиях теплой погоды он вкладывает все усилия в накопление влаги в почве до прихода холодов. По его мнению, осенний полив в будущем приносит хорошие плоды в виде богатого урожая. Уже прошла неделя с начала активного осеннего полива. Мы внимательно следим за процессом и прилагаем все необходимые усилия для обеспечения достаточного уровня влаги. Ранее многие фермеры не придавали этому такого значения, но сейчас осознали важность осеннего полива. В данном районе функционируют 4 насосные станции, обеспечивающие непрерывное поступление воды для орошения полей. По предварительным оценкам, такая система работ имеет полный потенциал для достижения запланированных 3400 гектаров на текущий год, учитывая, что уже выполнена работа на площади в 1233 гектара, существует высокая уверенность в успешном завершении задач в установленные сроки.
Важно отметить, что водоснабжение осуществляется своевременно благодаря надлежащей эксплуатации насосов. Параллельно проводятся работы по ремонту каналов с целью подготовки к весеннему периоду. В управлении водного хозяйства находится 5406 гектаров орошаемой земли из общей площади 18 459 гектаров в Джумгальском районе. Эти участки получают воду из каналов протяженностью 758 километров и из 4 водонасосных станций. Из республиканского бюджета выделено 19 миллионов 417 тысяч сомов для полноценной эксплуатации этих объектов. Благодаря эффективному использованию этих средств сектор орошения сейчас не сталкивается с теми проблемами, что были ранее. Однако сильные летние паводки нанесли серьезный ущерб каналу Кучук, проходящему через село Чаек. В связи с этим идет строительство защитных сооружений от наводнения. Завершение этого проекта в значительной мере повысит уровень безопасности села Чаек. В течение последних 3 лет долина Кашка-Терека столкнулась с повторными поводками, случающимися 3-4 раза в год. В ответ на это планируется создание специальных сооружений с целью обеспечения безопасности местных жителей. Дополнительные меры по строительству таких сооружений также рассматриваются в 2-3 других местах. Необходимо отметить, что в текущем году в Нарынской области наблюдается снижение урожая зерновых и кормовых культур из-за засухи в сравнении с предыдущими сезонами. В связи с этим ведется активная работа по накоплению влаги в почве во всех районах области. Салима Дюшенбекова, Сымбат Алмазова, Улук Азизов, УТРК Чуй, Нарынская область. Молодые аниматоры намерены развивать кыргызскую мультипликацию. Сотрудники Кыргызанимации уже приступили к созданию короткометражных мультфильмов. Это не только заполняет нишу креативной индустрии, но и обучает юных зрителей кыргызскому языку. Салима Дюшенбекова увидела, с каким трудом создаются работы в анимационной студии. Хитрая лисица и трудолюбивый муравей. Герои детской сказки оживают в руках умелых аниматоров. Короткометражный мультфильм продолжительностью в 5 минут только кажется легким. На производство 1 минуты 2D-проекта аниматорам потребовалось неделю работы. Для такого бега требуется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 кадров. Надо как-то их соединить, чтобы последние и начальные кадры сочетались, и можно уже цикличным сделать, оно будет бесконечно бегать. Зависит на самом деле от многих факторов, от сложности, от стиля, от длительности проекта. Но над первым промо-роликом мы работали вроде вчетвером или в 6. Мы это закончили за 3 недели. А этот мой нынешний проект, он сегодня закончится, там 1,5 месяца ушло. Но это делаю только я и одна художница. Над фоном двухмерной анимации работает художница. Графические декорации для творческого специалиста выдались трудоемкими. Для проекта «Лиса и муравей» ей пришлось создать порядка 30 фонов. На один фон требуется где-то 1–1,5 часа. Это еще зависит от сложности фонов. То есть бывают легкие фоны и бывает очень много деталей, сложные фоны. Для таких сложных фонов где-то уходит 2–3 часа. Самое сложное для меня было этот проект «Лиса и муравей». Там надо было рисовать свыше 30 фонов, и там надо было под одну стилистику рисовать. Над развитием кыргызской мультипликации в Кыргызанимации работают 7 специалистов. За 6 месяцев работы студия выпустила 4 проекта. Из-за того, что мы занимаемся именно классической анимацией, рисованной, то есть человек должен уже уметь рисовать. И классическая анимация – это когда вы прорисовываете каждый кадр и его анимируете. Итого это получается около 12 рисунков в секунду. То есть, сами понимаете, если вам нужно 10 секунд заанимировать, то это целых 120 рисунков. Поэтому довольно долгий процесс. Компьютер есть, графический планшет, и стилус, и даже специальные перчатки.
вот экран есть, на котором можно что-то показывать, устраивать какие-то просмотры, поэтому в этом плане все очень оборудовано и удобно. Но, как признаются в Кыргызанимации, художников, мультипликаторов в нашей стране практически мало, а также не все вузы страны предоставляют программы обучения, анимации и компьютерной графики. В Кыргызстане очень сложно найти хороших аниматоров. Как я уже до этого сказала, высокий порог входа в профессию. Вы не можете начать с нуля, вы уже должны быть художником, да? И то есть у вас за спиной уже должно быть, там, не знаю, 3, 4, 5 лет рисования. Поэтому найти хороших аниматоров очень сложно. И, каких-то мы нашли, насобирали, скажем так. Вот. И, скажем так, в связи с этим мы и запускаем наши курсы, потому что, не наберешь просто у нас в стране такое количество. Поэтому мы обучаем сами и затем впоследствии их трудоустраиваем к себе. К Новому году студия выпустит для зрителей проект «Волшебный аппарат». Отметим, Кыргызанимация – дочерняя организация госпредприятия «Кыргыз-индустрия», созданная с целью возродить анимационную индустрию и развить государственный язык. Салима Дюшимбекова, Джумабай Исманалиев, УТРК «Чуй». Благотворительный фонд Smart Generation протянул руку помощи сегодня 110 детям из Чуйской области, оставшимся без попечения одного или двух родителей, а также семьям с трудной жизненной ситуацией была оказана гуманитарная помощь. В рамках благотворительного проекта ребята смогли обновить зимний гардероб за счет средств, выделяемых Smart Generation. С начала года благотворительным фондом была оказана помощь порядка 1000 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Акция добра продолжится и в ноябре месяца. Так, порядка 200 семей Чуйской области получат по 1 тонне твердого топлива. Smart Generation оказывает различную помощь. Они помогают встать на ноги малоимущим семьям. Так, например, летом женщинам вручили швейные машинки, и так они смогли работать на дому и получать прибыль. Помимо этого, школьники ближе к сентябрю приобретают необходимые ученические принадлежности, обновляют гардероб по сезону. Представители Smart Generation посещают социальные учреждения, где видятся с детьми. Также для детей предусмотрены социальные пособия от благотворительного фонда от 35 до $300. Помощь направляется действительно тем людям, кто в этом нуждается. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Ислам Мурзакова. До новых встреч.